Печора-Илочский заповедник богат на объекты, которые интересны всем без исключения туристам. Здесь и седьмое чудо России – мансийские болваны, и первая в мире лосиная ферма. Когда-то она создавалась для научной работы по одомашниванию сахатых, как специальных животных тайги. Сегодня это скорее центр притяжения для любителей диких животных. Лоси, к слову, несмотря на внушительный и грозный вид, нежнейшие создания. Ухаживают за ними специалисты заповедника. Последние 2 года здесь появилось немало молодых сотрудников. Сейчас у нас 68 человек в штате. И когда я пришел, была серьезная проблема, особенно в научном отделе. Основная масса сотрудников пожилые, пенсионного возраста. 3 человека у нас уволились в течение 2 лет. И мы активно искали молодых ребят, которые бы могли сюда приехать. Искали и нашли, и это несмотря на удаленность от центра. Так только в научный отдел прибыли 2 новых сотрудника – выпускники столичных вузов. Новые лица и в других подразделениях. Вот, к примеру, Алексей Бавкунов, государственный инспектор, работает на кордоне Шежин-Печорский в сотни километров от цивилизации. Сам из Белгородской области, учился в Воронежском государственном университете, а здесь, в Печора-Илочском заповеднике, не раз проходил практику, так и решил остаться. Да все довольно прозаично. Я, учась в университете, аспирантуре, ездил в заповедник заниматься наукой, а после того, как аспирантура, учеба закончилась, поработал некоторое время в городе и решил, что я лучше буду заниматься тем, чем нравится, чем зарабатывать деньги. Молодые специалисты пришли и на саму лосиферму, а также в отдел экопросвещения, тот самый, что занимается развитием туризма. Заведует направлением менеджер Елена Панчук. Молодая девушка прошлым летом не просто организовывала походы к плато Мань-Папунёр по новому маршруту, но в числе первых прошла по нему. Путь был разработан специально, чтобы мансийские болваны были доступны туристам и со стороны нашей республики, но в обход заповедной зоны. На будущий сезон уже набраны почти все группы, а сам маршрут, по словам Елены, станет более занимательным. Мы планируем останавливаться в деревнях, то есть рассказывать об истории, хотя бы чтобы люди с местными жителями пообщались, быт посмотрели, то есть украшать исторической справкой какой-то, потому что на самом деле Верховье Печоры очень интересное место и своеобразное. Руководство заповедника сегодня заинтересовано в повышении квалификации своих специалистов. Так Елена Панчук проходила специальное обучение. Все потому, что в Печора-Илочском понимают, несмотря на статус заповедный, развитие этой территории в нынешних реалиях невозможно без грамотно организованного туризма. Только в этом случае число нелегалов к знаковым местам будет сокращаться, а группы организованных путешественников пойдут по заранее подготовленным тропам. Любовь Лапина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Троицко-Печорский район.